Вчерашний вечер выдался напряженным для бойцов ММА и просто любителей смешанных единоборств. Накануне завершился турнир «Битва нартов» для ингушских болельщиков. Эти соревнования стали особенными. И дело не в том, что состязания проходили в республике. Их порадовали результаты выступлений спортсменов в Ингушетии. Все 4 бойца, представлявших спортклуб республики, одержали безоговорочные победы. Ребята громко заявили о себе на весь мир. Напомню, прямую трансляцию поединков смотрели во многих странах. Самые яркие моменты боев зафиксировали в репортаже Рамазана Тазиева. Не просто зрелищное шоу, а целое спортсобытие, которое посвящено героям нашего Отечества. Открывают турнир высокие гости, замминистра спорта России, замполпреда Российской Федерации в СКФО и глава республики. И первым словом взял Андрей Шишкин, который поздравил республику с открытием спорткомплекса и зачитал приветственный адрес. С вводом в строй этого прекрасного спортивного сооружения у молодых людей появится возможность заниматься любимыми видами спорта. Остается только пожелать, чтобы в этих стенах вырастали такие же великолепные спортсмены, как Берт Евлоев, чтобы росло число олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов России в республике. С праздником, дорогие друзья! Дорогие друзья, с праздником открытия дворца, с праздником открытия этого замечательного турнира. Республика Ингушетия находится на марше. И вы, так сказать, делаете очень большое дело в развитии физической культуры и спорта, в развитии здорового образа жизни. Так держать, и вы будете побеждать всегда. С праздником, дорогие друзья! Да здравствует наш российский Кавказ! Да здравствует Ингушетия! Да здравствует Россия! Ура, дорогие друзья! А глава республики, в свою очередь, отметил, этот спорткомплекс не последний в Ингушетии, а спорт в регионе будет развиваться не только в виде силовых единоборств. За этот дворец спорта хочется сказать огромное спасибо сегодня уже вице-премьеру, в прошлом министру спорта Российской Федерации Виталию Леонтьевичу Мутко, который сделал все, чтобы этот прекрасный дворец спорта здесь появился. А его заместитель Павел Владимирович лично принимал участие, подтаскивал кирпич, раствор и контролировал стройку этого прекрасного здания. Давайте мы им поаплодируем. Спасибо. Бесспорно, в этом зале будут расти достойные спортсмены. Я не имею в виду олимпийских чемпионов, чемпионов мира, просто спортсмены. А каждый спортсмен, он в первую очередь должен быть в душе, в поведении, во всех делах культурным, воспитанным человеком. Я сегодня хочу всех нас поздравить с этим великолепным дворцом спорта, пожелать нам успехов, совершенствования. Мы в этом году с вами еще сдаем 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. В следующем году мы сдаем с вами великолепный спортивный комплекс с ледовым катком на 600 мест. Поэтому спортивных объектов хватает. Каждый бой как день памяти героям Отечества. Первый поединок бойцы посвящают Александру Прохоренко, героически погибшему в Сирии при исполнении служебного долга. Открывает турнир наш земляк Ахмедхан Боков и Ильдар Мамедов из Азербайджана. Бойцы с первого же раунда не вступают в размен и действуют очень осторожно. На исходе 3-й минуты атаки посмелее. Как результат, после нескольких взаимных ошибок и попыток перейти в партер, наш земляк сумел поймать соперника на болевой на руку и вырвать победу. В карьере спортсмена это 3-й триумф. В этом поединке болевым приемом победу одержал спортсмен из республики Ингушетия! Герой Советского Союза, основатель ВДВ, великий Василий Маргелов. Этот поединок бойцы посвящают именно ему. Когда в бою сходятся 2 тяжеловеса, зрители ожидают поток ударов. Сперва даже слегка разочаровываются. Впрочем, бой между Курбаном Ибрагимовым и Денисом Полехиным быстро опроверг первое впечатление. Несмотря на то, что поначалу поединок проходил очень аккуратно и без острых моментов. Дальше пошли размены ударами, многочисленные попытки перейти в партер и добить соперника на полу. Ведь при такой массе тела каждый удар может стать победным. Все 3 раунда бойцы достойно держали удар и выявить победителя нокаутом не смогли. Но из-за того, что в партере и в стойке дагестанский боец действовал агрессивнее и нанес больше ударов, победу присудили ему.
Следующий бой в весовой категории до 71 килограмма обещал быть не менее захватывающим. Ведь в рейдже сошлись представители разных бойцовских школ. Ирлан Улугбеков из Кыргызстана против российского богатыря Павла Гордеева. Оба бойца без единого поражения. С первого же раунда соперники вступают в размен ударами. Также очень много сил было затрачено и на борьбу в партере. Поэтому и ошибки стали допускать чаще. В очередной попытке сыграть эффективно Ирлан Улугбеков был пойман на контратаке. Как итог, приемом удушения сзади победу одержал Павел Гордеев. Очередной наш земляк Ахматхан Аздоев еще до боя заявил, что подходит к поединку во всеоружие. Впрочем, что он и продемонстрировал в рейдже против соперника Андрея Белыка. Несмотря на пару пропущенных в начале боя ударов, наш земляк собрался и атаковал соперника неожиданными чередующими ударами в корпус и в голову. Отправил его в нокаут очередная красивейшая победа в копилке ингушских бойцов. Большое вам спасибо. И так же, как вы и нас поддерживаете, поддерживаете остальных бойцов, которые заслуживают большое внимание. Спасибо. В следующем бою, уже выступавший в Ингушетии на прошлой битве в Назране, Андрей Лежнев встретился с Алексеем Невзоровым. Поединок прошел без острых моментов. Соперники лишь изредка взрывались опасными атаками, проявив огромную силу воли. Победу сумел одержать Алексей Невзоров. Молодец, Алексей. Молодец. Новый рекорд. А вот в одном из самых ожидаемых боев вечера, рыцарском поединке, все 3 раунда бойцы выстояли в тяжелых доспехах. И этим очень удивили зрителей. Ведь весят такие доспехи, если не больше, то уж не меньше 20 килограммов. Против так полюбившегося зрителям нашего ржавого рыцаря Рустама Кукурхоева выступил 18-летний Александр Андреев. У Рустама этот бой по правилам исторического фехтования 3-й. Помимо этого он успешно выступал на турнирах по джиу-джитсу и смешанным единоборством. В самом начале первого раунда соперник Рустама пытался диктовать свои условия ведения поединка. Впрочем, этот прорыв наш земляк быстро охладил несколькими ударами, повалив оппонента на спину, а добить не получилось. Во втором раунде соперники встретились заметно предуставшие. Впрочем, несмотря на это, наш земляк во второй раз повалил соперника на носил рейджа. Третий раунд получился не таким активным. И вот финальный гонг. Победу одержал Рустам Кукурхоев. Это была большая ответственность своему народу показать зрелищный бой. Но, как вы видите, у меня соперник появился буквально недавно, за 2 дня. Я не мог прям приготовиться к нему. Еще у меня была травмированная правая нога, мышцы порваны. Но я ничего не сказал и вышел драться. Ну, помог Всевышний мне выиграть этот бой, достоять 3 раунда. Следующий поединок между Джошем Рейтингхаусом из США и Сергеем Морозовым из Казахстана. С первых минут поединок приковал зрителей зрелищными моментами. Американский спортсмен был решительно настроен завершить бой досрочно, что в итоге ему и удалось в первом же раунде. Восьмой бой вечера между Хамзатом Далгием и Кристианом Холли из Англии можно смело назвать одним из лучших поединков вечера. В первом же раунде боец из Англии начал показывать свои качества грэпплера, переводя поединок в паттер. Впрочем, Хамзат был решительно настроен не уступать и порадовать своих болельщиков. Зал взрывался после каждого выхода нашего спортсмена из сложной ситуации. Казалось бы, после первого раунда наш боец начал уставать. Но Хамзат переводит своего соперника в партер и красивым удушающим приемом заканчивает бой досрочно. Соперник мой пару раз поймал меня на удушающий. Я был на грани. И, можно сказать, пару раз подумал сдаться. Но дома у себя на глазах у всех, можно сказать, на глазах у родных стен не мог никак постучать, сдаться. Замыкает ингушскую цепочку бойцовского вечера еще один наш боец Мусар Юлоев. Его соперник – один из лучших бойцов мира в своей весовой категории – Ли Моррисон из США по прозвищу «Американский бульдог». Базовый борец Ли начало предложил нашему спортсмену бой в стойке, где Евлоев переиграл своего соперника по всем параметрам. Поняв, что ударная техника Мусар лучше, тогда Моррисон переходит к своим борцовским навыкам. Но не тут-то и было. И здесь он встречает достойное сопротивление. Американский бульдог даже не мог подумать, что боец, который младше него на 10 лет и который не имеет за плечами столь внушительную бойцовскую карьеру, сможет дать ему такой отпор. Бой завершился в пользу нашего бойца во втором раунде удушающим приемом.
Именитые спортсмены, которые выступают на лучших турнирах мира по смешанным единоборствам, тоже здесь. Один из таких почетных гостей – боец UFC, двукратный чемпион мира по боевому самбо, не знающий поражений в своей профессиональной карьере Хабиб Нурмагомедов. В Ингушетию дагестанский орел приехал не один. Отец и по совместительству тренер спортсмена тоже не смог пропустить вечер боев «Битва нартов». После моего крайнего боя Юнусбек Евкуров позвонил мне, президент, поздравил меня с боем и пригласил на этот турнир. Сказал, чтобы заранее ничего не планировал на 9 декабря. Я, конечно, с удовольствием это приглашение принял. Почему? Потому что первый раз меня официально пригласили в Ингушетию. И вот приехал сегодня, провел мастер-класс для начинающих бойцов. Очень хороший спорткомплекс. Есть тренажерный зал, есть зал дзюдо, зал смешанных единоборств. Все условия для того, чтобы тренироваться. И, конечно, вот 5000-я арена, где можно проводить очень серьезные, большие турниры. Очень приятный турнир, что памяти героев. Это наши люди, которым мы должны брать пример. Это образец поведения для молодых, брать пример. Это очень важно и патриотично. А то, что турнир в таком дворце спорта прекрасном, который проводят, это хороший стимул для развития молодых спортсменов, выявления новых талантов. Время основных боев вечера. Бой за титул чемпиона М1 Челлендж в полулегком весе. Иван Бухингер из Словакии приехал в Ингушетию за очередной победой и, конечно, отстоять свое звание чемпиона. Соперником Ивана выступает небезызвестный дагестанский боец Магомед Идрисов, базовый вольник, который, впрочем, и со стойки работает неплохо. Но этот итог не заставил себя долго ждать. Во втором раунде дагестанский боец лишил оппонента из Словакии титула чемпиона, который, кстати, не проигрывал на протяжении последних 5 лет. Знаменитые спортсмены, которые на этом турнире в числе самых внимательных зрителей, не скрывают своих эмоций. Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев и знаменитый боец смешанного стиля Александр Шторм Шелеменко оценили профессиональным взглядом не только уровень турнира, но и новенький дворец спорта. Мне прям приятно удивлен, действительно, не думал, что вот так все шикарно будет, и действительно это такой зал, где можно провести чемпионат Европы и вот такие мероприятия, хорошие бои. И как вы увидите, у нас очень любят болеть, вы знаете, и тем более вот такой комплекс нам очень было необходимо. И я очень благодарен первому нашему главе Юнусбеку Мамадгари, нашему руководству, которое все делали, чтобы вот этот комплекс построили. Полный зал и очень сильно поддерживают, болеют за своих бойцов. Очень радует, очень приятно это видеть, слышать. Ну и в целом мне нравится, что главы республик на Кавказе всегда приходят и поддерживают этот спорт. Это нужно. И я считаю, что другим регионам нашей страны тоже нужно брать пример с Кавказа и развивать истинно мужской вид спорта, который развивается здесь. Самый ожидаемый, главный бой вечера начался поздней ночью, но ожидания были оправданы. С первых же минут началось жесткое противостояние двух именитых российских бойцов – Рамазана Емеева и Анатолия Токова. Каждую минуту бой непредсказуем. Малейшая ошибка может сыграть в пользу любого бойца. На высшем уровне ударная техника и бойцовские качества. Сильнее в трехраундном поединке смотрелся обладатель пояса М1, что и сказалось в итоге в судейских списках. Единогласным решением победу одержал Рамазан Емеев и сохранил за собой звание чемпиона. Специальный пояс битвы нартов. Я рад, что трехраундовый бой был, потому что у меня раньше 5-раундовые были. Чуть-чуть на самом деле хотел чуть легкости. Ну, конечно, только это не легкость. Был очень трудный бой. Первый раунд, можно сказать, я проиграл. Ну, может, концовку я забрал, но все равно первый раунд мне что-то не удался. Чуть-чуть не изучил соперника, можно сказать, первый раунд. Ну, альхамдулилля, собрался уже, нормально все получилось. После завершения всех поединков глава региона дал свои комментарии о прошедшем турнире. Выход каждого бойца в майке с героем – это как раз популяризация военной патриотики и уважение к тем героям, которые и погибли, которые сегодня живые. Поэтому мне кажется, что хорошо прошло, и это надо это дальше, такие вещи развивать дальше. Мы сегодня можем уже говорить, что через 5 лет развития нашей республики смешанных единоборств уже у нас появились хорошие успехи. Зрелищно и на высоком уровне прошел очередной турнир «Битва нартов» в нашей республике. Все ингушские бойцы одержали победу досрочно, очередной раз доказав, что у ММА в нашем регионе большое чемпионское будущее. А само мероприятие закончилось праздничным фейерверком.
Рамазан Тазир, Исмаил Гатагажев, Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Адам Далаков. Новости 24.